папа. Чуть-чуть свет Какой-то свет глаз. Братцы, да тут открыто. Ух ты, смотри. Не, братцы, вы как хотите, а я назад. Товарищ майор, мы готовы выезжать. Выезжай. Разрешите идти? Иди. Ну что ты? Что теперь будет? Да ничего не будет. Вон отсюда до Софиевки верст 5. А там у меня сестра. Слышь, она нас приютит. Ну, давай, родная, давай. Иди лучше поспи немножко. Иди, моя хорошая. Вот так. Ничего, ничего. Спят. Ну ладно. Слава Богу. Да будет тебе. Ну, что заладила? Я говорю, не надо в деревню ходить. Немцы сами уйдут. Поглядят, что в деревне пусто, да и пойдут. Хватит уже нам, бабам, вас, мужиков, хоронить. Сплюнь. Тьфу на тебя. Не могу я так, понимаешь? Вроде и воля есть, живи да радуйся. Здесь вот не пускай. Верно Архип говорил. Жить надо так, чтобы Господь, прикасаясь к тебе, руки не запачкал. Мне, похоже, второй жизни не хватит, чтобы отмыться. Ох, чует мое сердце, что последний раз хочет твои гляжу. Да будет тебе. Ну да ладно. Вольному воля. Живей, живей! Шевелись! Давай, грузи третью машину! Поджигай!
волнуйся так. Ну, мало ли, что в жизни может случиться. Вон, бать наш. Столько в жизни натерпелся, на всех хватит. Я не буду волноваться, если ты мне пообещаешь. Обещаю, Наш, обещаю. Но перестань, я еще не сказала. Пообещай, что больше в деревню не вернешься. Ну, это как выйдет. Не как выйдет, а обещай. Обещаю. По-другому нельзя. И сказал тогда царь своим воинам: кто принесет мне голову дракона, за того и царевну отдам. А царевна красивая? Да, как твоя мама. Спи. Соседи тоже. Кто тут может быть? Папироску разрешите? Нет здесь никого. Да и не было. Староста местный подтвердит. А что, дед? Хороший у вас кузнец. А то. Что-то кузницы его не видно. Так и не наш кузнец-то. Соседский. Соседский. Угу. Хлопов! А в первой деревне кузня была? Никак нет. Дед, странная история. Кузнец соседский. И у соседей ваших кузней нет. Так то вы, наверное, в Софиевке или в Ваневе были. А наш кузнец-то на хуторе живет. На каком хуторе? Так вот тут недалече. Все леском-леском. А там, где сосна, что на Маланью молния ударила, свернешь и через версту и будет. Почему не доложили? Ты на своего солдатика-то не серчай. Там в хуторе всего 10 хат. У вас на бумажке он поди не обозначен. По машинам, быстро! По машинам! А вы, братва, как знаете, а я пойду фрицев глушить. А чё? Мне в масть этих волчар душить. Ржуха моя со мной пойдет. Сыч, палач. Ну, не это. Зовите еще надо крышу починить.
Какая крыша? Война же. Вот закончится и вместе починим. Можно? Сыч, А как же Одесса, фраерок? так фрицев напакуем. И в Одессу не западло. В Одессе хорошо. Только лохов по Дерибасовке гонять. А тебе фриц больше такую музыку рассказывать не будет. Тут на Донфарте не уедешь. Хотя... Воль, что там с рацией? Вы устранили поломку? Нет, господин обер-лейтенант. Тогда мы меняем план. Господин обер-лейтенант, нас осталось только 7. Что мы будем делать с динамитом? Пойдем в 2 захода. Пора, выступаем. До встречи с Клеменсом осталось 2 часа. Похоже, мы почти на месте. Выходим на поляну, будем ждать радиосигнала. Десантники. Вечно нагадят и не позаботятся, как следует после себя убрать. Группа Клеменса придет в этот квадрат в 6 часов и будет ждать нас в лесу. Мы идем по графику. Ящики поставить здесь. Вольф и Генрих остаются тоже здесь. Остальные со мной. Пошли.
Штопор. Муса, пошли посмотреть. Давай. Ну. Теплый еще. Провтыкали мы фрицев. Никого! Не успели мы, батя. Сдернули фрица. Ночью надо. Прикрой! Убираться надо, пока дом не окружили. Ходите, я прикрою. Хитрый немец! На носах штанах говорит ржавчина! Поздняк. Мы больше не молчали. Дилетант. Занять позиции! Весело, как в цирке! Ну, с Богом! Палатка, ты! Нормально! Ну да, жарковато. Я на чердак.
ты, сука! Прикрой! Набегался. Ку-ку. Больно. Не ты, курва, потеряла. Nein! Nein! Есть наш, тут кидай гранаты, нам хана! Молодец, что напомнил. У тебя есть граната? Дай-ка мне. Все, батя, пусто! Давай наверх, к Мусе.
патрон, дорогой! Лучше маленький деревня, чем большая Колыма. Это точно. 1 патрон. А что-то фрицы притихли, а? Перекур, видимо. Слышь, гнида! Закурить дай! Бака! Беккер! Бака! Беккер! Штопор! Штопор! Палач, слышь? Тихо-т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 ихо. Я. Патроны! Патроны! Сейчас. Все будет сейчас. Патроны. Откуда? Представляешь, немец подходит и говорит, слышь, знаешь, мужика палачом кличут, ему отдашь. Вольф, к правому сараю. Шнайдер, к левому. Пошли. Представляете, они еще и летать умеют. Да вот так на сук намотало. А только палачу опять крышу крыть придется. Палач! 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 Все. Валить надо. Куда валить? Форта больше не будет. Подожди, ты что, струсил, что ли? Сядь! Сука. Полостя, потерпи. Потерпи, родной, я сейчас в нашем доме. Слышь, потерпи.
Батя! Батя! Батя, я вот чего медицина. Штопор где? Убили штопора. Ты умрешь. Как свинья.
Устал я что-то. Присяду. Отдохни, отдохни, вот смотри, что я вижу. Смотри, что я шел. Смотри, 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 фейерверк, мать. Пички, погреби. Сейчас бы. Я мигом, бать. Бать, ты только дождись, бать, не умирай, ладно? Я сейчас мигом, бать. Бать. Бать, дождись только, ладно? Вольному воля. Трусик, предателю мой. Родина приговорила тебя к расстрелу. За что? За что? Ты провалил задание и трусливо сбежал. Пока я на казенных харчах отсиживался, твой народ на войне отдавал жизни тысячами, миллионами.
На той войне, о которой ты обязан был знать! Я знал! Так почему ты, тварь вражеская, не предупредил? Я предупредил! Я предупредил! Именно из-за этой шифрограммы тебе и приказали меня расстрелять. Что ты несешь? Какая шифрограмма? От 12 мая 41-го. Какая к чертовой матери война? Одна ложь и дезинформация. Я в ней сообщил о наступлении. Там было все, вы знали все. Там были дислокации немецких дивизий, номера частей, объем вооружения. У вас было все, ты слышишь? Рычагин, неужели ты не знал? Черт, Рычагин, ну как же ты не понимаешь? Вы только пешки в чужой игре, Рычагин! Встать! 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 Никто так никогда и не узнает о маленькой группе зэков, которые ценой собственных жизней сорвали операцию немецкого десантного подразделения. Защищая мирных жителей безымянного хутора, они из паршивых овец превратились в истинных героев. Они победили. Победили, не успев осознать, что их маленькая война стала частью великого подвига народа, остановившего врага на подступах к Москве в ноябре 41-го, сломавшего ему хребет под Сталинградом в феврале 43-го и водрузившего знамя победы над поверженным Рейхстагом в мае 1945-го. А пока шел 4-й месяц войны.